В эфире «Чегемская правда». Декабрь у нас выдался чрезвычайно насыщенным. Президент приходил в парламент со своей повесткой насущных проблем, которые необходимо срочнейшим образом решать. С другой стороны, тот же парламент внес изменения в законодательные акты, которые позволяют людям менять национальность и становиться абхазами. Кроме того, мы сегодня будем говорить о том, что ряд оппозиционных организаций, общественных организаций обратилась к президенту, к парламенту о том, чтобы представителям близких нам народов, кабардинцев, адыгейцев, черкесов и так далее, которые входят в нашу, в общем-то, одну языковую группу, упростили прием в абхазское гражданство. Это тоже, опять же, такая группа вопросов, связанных с гражданством. И, кроме того, опять же, в начале месяца были серьезные проблемы, то есть серьезный накат на международные неправительственные организации. Это, в принципе, такая уже стала тенденция. И вот об этом круге вопросов мы сегодня будем говорить с нашими гостями. Я прежде всего представлю содиректора Центра гуманитарных программ Арду Иналы. Добрый день. И нашего постоянного эксперта Астамура Таня. Астамур, здравствуйте. Да, я вот начну, наверное, все-таки с парламента, с визита президента в парламент. В принципе, это закрытое такое заседание, было мало что там известно. Вот есть там интервью от Гора Харазия, депутата парламента, где он как бы разъясняет о ситуации, которая там связана с визитом президента. Ну, из того официоза, что мы увидели, я так понял, что президент говорит, что у нас действительно огромная масса проблем, и решить их без помощи извне, в общем-то, нереально. То есть мы должны активно впустить инвесторов в нашу экономику, иностранных. Кроме того, речь шла о том, что вопрос Пицунды надо решать. И Адгур Харазия пояснил, что президент сообщил о том, что российская сторона согласилась, изменила вот один из спорных пунктов, который не устраивал абхазскую сторону, в частности, то, что координаты были неправильно занесены, и теперь как бы эти координаты... Да, координаты вроде бы как бы поменяли. Но в парламент документ не поступил, но тем не менее опять вопрос Пицунды встал на повестку Арда. Да, меня это очень удивило, что после такого возмущения общества, после писем, подписанных практически большинством интеллигенции, после выступлений молодежи, после очень аргументированного протеста против того, чтобы передавать в собственность этот объект. Дело в том, что к нему примыкают, к этой правительственной даче примыкает огромный участок, а именно особо ценные земли. Это основная часть реликтовой рощи Пицунской сосны. Это достояние всего народа. И речь вовсе, да, координаты были совершенно непонятным образом обозначены, но когда стали акцентировать внимание именно на этом вопросе, было понятно, что хотят сместить как бы внимание общественности именно к этому вопросу, когда на самом деле речь идет о форме собственности. В Абхазии никто не против того, чтобы российская сторона продолжала пользоваться этой дачей. Честно говоря, вообще речь идет о бессрочном, насколько я знаю, пользовании. Речь идет только о том, чтобы не передавать в собственность. И вот этот аргумент, что россияне не могут ремонтировать, это, конечно, смешно, потому что есть прецеденты, когда за рубежом они ремонтируют здания, в которых располагаются. Вот. Поэтому очень странно, что опять поставлен этот вопрос. Это все равно, что
Понимаете, это настолько... Это, во-первых, противоречит закону об особо ценных землях. А это именно особо ценная земля. Если говорить вот об аргументах, которые часто мы слышали во время прошлого, так сказать, кризиса, связанного с этим вопросом, некоторые сторонники передачи, значит, собственности этой госдачи говорят, что она никогда нам не принадлежала. Но вообще там госдача появилась в конце 50-х годов. Значит, эти люди мыслят, да, историю Абхазии с 50-х годов. Можно подумать, насколько они ответственно мыслят, если до этого для них истории вообще не существовало. Потом они говорят, что это всегда принадлежало, так сказать, вот коммунистическим структурам Советского Союза. Ну, тогда, значит, правопреемница, это коммунистическая партия, надо Зюганову тогда отдать, и вообще все другие, кто-то в ВЦСПС, кто-то еще какие-то структуры. Это совершенно вообще непонятные аргументы. И интересно, что вот когда говорят «никогда нам не принадлежало», действительно, когда упразднили Абхазское княжество, территорию, часть Пицунды и, в частности, вот эту часть рощи передали подворью Новоафонского монастыря. И монахи стали там заготавливать древесину для ремонтных работ, строительных работ на территории Новоафонского монастыря. И жители Абхазии настолько этим возмутились, потому что это священная роща. Там недаром в Лзанах рядом от святилища Абхазское. И они обратились к царскому правительству и так далее, чтобы прекратили заготовку. Там нельзя рубить деревья, нельзя охотиться. Там нужно как бы особые... И надо сказать, что прислушались к этому мнению. Да, в царской России прислушались к этому мнению, прекратили там все вот эти работы, которые возмущали людей. Еще нам, правда, это вот слухи были такие о том, что в связи со сложным положением с энергетикой в Абхазии якобы поступило такое предложение, что если передадут эту Пицунду в собственность российской стороне, то переток будет бесплатным. Для некоторых, наверное, это соблазнительное предложение, но я считаю, что такая постановка вопроса, она просто преступна. Сегодня у нас проблемы с энергетикой. Во-первых, они будут только нарастать, поскольку ледники, которыми питается Ингургес, они тают в связи с климатическими изменениями. И каждый раз эта сумма будет больше, значит, мы будем в следующий раз гору отдадим, сегодня рощу, потом село какое-то и так далее. И вообще это стратегический объект. Вы знаете, что на Восточном Причерноморье, Северном, существует только две бухты такого стратегического значения. Это Батийская и Пицунская, как раз у берегов этой дачи. Это военный стратегический объект, и он должен находиться как ценная земля, и как историческая и так далее. Он должен находиться в собственности Республики Абхазия, народа Абхазии. Последнее, что я хочу сказать, само по себе это соглашение, там есть 22 статья, где говорится о том, что если обладатели, так сказать, этих объектов новые, которым предполагается передать в собственность, нанесут ущерб природе, историческим памятникам, там, экономическим каким-то, то абхазская сторона не может даже никаких претензий предъявлять и так далее. И там очень много возмутительных таких статей. Я считаю, что очень верю в то, что наши депутаты все это понимают, какая ответственность на них, и как это подобное решение будет восприниматься в будущем и вообще и сегодня нашим народом. Вопрос Пицунды, он уже год почти. Нет, уже 2 года. Уже 2 года, да, функционирует. Почему это такой принципиальный вопрос? Почему вот власть, для кого это так принципиально? Для нашей власти так принципиально, для Москвы так принципиально, там, может быть, для каких-то отдельных персон это принципиально. Извини, можно я вот 2 слова добавлю, потому что говорила с одним из членов парламента, и они, общаясь с представителями власти определенных структур, достаточно российских, услышали их мнение о том, что нас, например, вполне устраивала бы пролонгация существующего договора. Так что это не так однозначно и не общее мнение.
Ты свое мнение выскажи, я тебе вопрос задал, да. Там много неясного, во-первых, и не добавила ясность, честно говоря, то, что сказал Отгур Рафетович, потому что я, насколько понимаю, соглашение подписано, и более того, оно ратифицировано Госдумой. То есть, каким образом теперь в него могут быть внесены изменения, тут я не вижу правового механизма, потому что можно менять координаты в том случае, если заключается новое соглашение. Вот. Так что здесь этот вопрос тоже нуждается в прояснении, да, потому что нет информации о том, что Госдума вновь возвращалась к этому вопросу, и а что там денонсировать, когда абхазская сторона его не ратифицировала. Потому что денонсировано может быть то, что вступило в силу, оно не вступило, потому что абхазская сторона не ратифицировала это соглашение. Вот. Что касается, насколько это вопрос принципиальный для российско-абхазских отношений, ну, мы сами его превратили в вопрос престижа. На ранней стадии, когда, я не знаю, кто возбудил вообще этот процесс, я, честно говоря, не исключаю, что и абхазская сторона возбудила этот процесс передачи этой госдачи в собственность. Вот. Сейчас в этом мы не можем разобраться в рамках нашей передачи. Вот. Но на стадии работы над этим документом именно абхазская сторона допустила, потому что когда две стороны ведут переговоры, всегда каждая из сторон стремится добиться для себя наиболее выгодных условий. Вот. Российская сторона себя, видимо, таким образом и вела. Но мы бы хотели ожидать, чтобы абхазская сторона себя таким же образом вела. Но они даже, как выясняется, не посмотрели, какие координаты. Во-первых, мы не знаем, за это никто не понес ответственности. Ни те люди, которые работали над документом или не работали скорее. Те, которые его подписывали. Вот это все у нас осталось безответственно. Вот. Поэтому мы сами наплодили ворох проблем, политизировали сами вопрос. Вот. Неужели наши власти не предполагали, что такое решение вопроса вызовет очень мощный резонанс? Вы посмотрите, земельные вопросы в Абхазии, они самые сложные. Там затронуты были интересы большого количества населения, которые вдруг ни с того ни с сего, из-за того, что были нарушены эти координаты, окажутся в юрисдикции другого государства. Там же основной вопрос – это даже не собственности. Там основной вопрос – юрисдикции. У нас много объектов, которые принадлежат на территории Абхазии гражданам России. Но на них же не распространяется юрисдикция России. То есть вот все эти вопросы в ходе работы абхазской делегации, которая занималась этими вопросами, они были совершенно пропущены мимо внимания. Соответственно, таким образом это соглашение не может быть, оно и изменено быть не может. Тут существует только один путь – садиться и работать над новым текстом документа. Да. Мы сами, конечно, и Россию поставим, потому что Россия – это большое государство с мировыми амбициями. И мы превращаем это в вопрос престижа для России. Вот с нами не считаются наши союзники. На самом деле это не так. Я думаю, можно объяснить и нашим российским партнерам, что были допущены такие ошибки. Я думаю, что обязательно должны быть привлечены к ответственности, или, по крайней мере, кадровые какие-то выводы сделаны в отношении людей, которые отвечают вообще за вопросы разработки этого соглашения, вообще которые осуществляли порядок рассмотрения этого документа, все, кто должен был контролировать. Вот когда эти вопросы будут решены, наверное, будет проще вернуться к нулевой точке. А сейчас позициям России на этой территории ничто не угрожает, потому что действует договор 1996 года. Вот. Хочу еще раз напомнить, что да, действительно, все госдачи
на территории Абхазии, они находились в ведении 9-го управления КГБ СССР. Вот. Его правопреемником является сейчас ФСО. В 1996 году, когда эти структуры покидали Абхазию, они по акту передали нам все госдачи, в том числе и госдачу в Пицунде. Но они захотели остаться там, исходя из того, что они признали, что все эти госдачи являются собственностью Республики Абхазия. Там документ подписан за подписью Геннадия Гагулия, с одной стороны, и с другой стороны за подписью представителя. Тогда это не ФСО называлось, я не помню, как называлось, ну, ФСО нынешнее, да. Вот. И был заключен новый договор о бессрочном пользовании. Там, кстати, посмотрите, оговорены условия этого пользования. Как нужно относиться к природе, там, да, как охрана осуществляется. Вот эти все вещи там гораздо лучше расписаны. В 1996 году, когда мы находились в состоянии блокады, не были признанным государством, вот, эти условия тогдашние представители Абхазии расписали гораздо лучше, чем представители признанной уже Абхазии, которая выступала в этих переговорах в качестве равноправной стороны на этих переговорах. Вот это же надо признать. Вот, и исходя из этого дальше действовать. Но в любом случае этот законопроект, то есть этот договор не поступил в парламент, и мы как бы не можем как бы сейчас с уверенностью сказать вообще, что там вообще изменилось и под каким соусом это все могло произойти. Мне непонятно, как он может поступить в новой редакции, если документ ратифицирован Госдумой, не ратифицирован нашим парламентом, но он, значит, должен быть сначала денонсирован. А что там денонсировать? Он еще не вступил в силу. Ну, может, там где-то приписочку от руки сделали. Я не знаю, так это не делается, так можно что хочешь писать. Хорошо, с Пицундой мы все-таки, думаю, это еще разговор, наверное, будет отдельный, в силу того, что, опять же, документ не поступил в парламент, мы не знаем вообще каких-либо подробностей, или вообще, может быть, это какая некая манипуляция, у нас манипуляции тоже все на риторическом уровне там происходят периодически.